Восьмилетняя погода стояла в Москве в последние дни июня. Несколько дней подряд шли проливные дожди, заметно похолодало. Но 30 июня небо прояснилось и выглянуло солнце. Потому что это Абхазия, потому что это тепло, шутили гости фестиваля. А их на праздник собралось не менее 10 тысяч человек. Исторический парк «Красная Пресня», любимое место отдыха москвичей, превратилось на один день в мини-Абхазию с песнями, танцами, запахом свежего кофе. Приходят люди, наши друзья, приходят люди, которые проживают неподалеку. Они знакомятся с нашими достопримечательностями через то, что мы им показываем. Мы им рассказываем, есть павильоны, в которых рассказывают о традициях абхазских. У нас будут импровизированные представления, выступления артистов. Мне кажется, вот такая площадка, она и в прямом, и в переносном смысле добавляет больше воздуха в мероприятие, оно становится более насыщенным, более ярким, более таким событийным. Инициатива проведения такого праздника принадлежит правлению московской абхазской диаспоры. Я пожелаю в первую очередь насладиться сегодняшним днем, получить удовольствие, порадоваться Абхазии, еще больше ее полюбить, приезжать почаще в Абхазию. Конечно же, все проекты в Москве проходят при поддержке посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, поскольку подобные фестивали дают возможность ознакомить большое количество людей с абхазской культурой и способствуют сближению народов. В первую очередь, конечно, культурного характера, хотя, по моему мнению, оно несет также информационно-пропагандистский характер, потому что дает возможность больше и шире показать, рассказать об Абхазии, о ее культуре, традициях, обычаях, все, что связано с Абхазией. И считаю, что оно несет также и политический заряд, поскольку подобные мероприятия, они способствуют укреплению, углублению наших дружественных отношений с нашим союзником Россией. Фестиваль посетили дипломаты других государств. Несмотря на расстояние, очень многое связывает народы Абхазии и Никарагуа, считает посол этой страны в России Альба Сусена Торрес. Я думаю, что это прекрасная инициатива, потому что мы, люди из другой континент, я из Никарагуа, встречаетесь культура, традиция и жизнь наших друзей Абхазия. Как я сказала, несмотря что у нас через океан, мы живем очень далеко от вас, и очень как-то похожи. Вот еду очень колоритная, гостеприимная людей. И улыбка на лицо замечательная. Каждый, кто побывал в этот день на фестивале, чувствовал себя как в Абхазии. Повсюду абхазская музыка, абхазская речь и символика, нарядная молодежь в национальных костюмах. Я бы сказал, восторгом, восхищением участвую в этом фестивале. Вы знаете, у Хемингуэя есть такое замечательное выражение: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Для нас Абхазия всегда праздник с нами. Для нас Абхазия – это радость. Для нас Абхазия – это мечта. Это для нас Абхазия и боль, и перспективы. Мы искренне рады тому, что сегодня сделали такой необыкновенный фестиваль. Это сближает народы. Программа фестиваля была очень насыщенной. Это кинематография, национальные обряды, танцы, художественные выставки, уроки абхазского языка, фудкорты. Больше всего зрителей привлекла свадебная церемония привода невесты. Этот красивый обряд был показан во всей своей красоте и тонкостях. Ощущение реальности всего происходящего не покидало зрителей. Конечно же, кроме жениха и невесты, здесь были родители, хозяева свадьбы, настоящие тамада и многочисленные гости. Сухумская знаменитая брехаловка с запахом кофе и его неизменными нардами тоже были представлены в этот день. Посетители фестиваля, конечно же, не удержались и сыграли партию. А так вообще ярко, красочный, потом приятно, прекрасно, даже дают там документальный фильм о Абхазии, вот, и даже угощение, сладости. В Абхазии вы бывали? К сожалению, нет, но я бы хотел, планирую, Бог даст, на днях, может, в этом даже году хочу побывать хотя бы на пару недель.
Представители разных народов и даже континентов объединила в самом центре Москвы абхазская культура. Каждый мог найти здесь занятия по душе или же просто пообщаться с друзьями, прогуливаясь по парку. Я африканец, поэтому когда я пришел здесь, я видел что-то еще по душам. Да, это мне уже круто. И видно, что люди более культурные. Вот, открытые также. Я хочу вам представить самого наипрекраснейшего повара, самого наилучшего ресторана этого города, страны и вообще галактики. С национальной кухней гостей ознакомил ресторан Ача-Чача. В лектории же рассказали о возможностях горного туризма в Абхазии. Желающие могли приобрести картины с вернисажа абхазских художников. В детской зоне маленьких гостей развлекали аниматоры. Приятным сюрпризом стал и розыгрыш путевок от туроператоров Абхазии, которые также представили на фестивале свои стенды. Примечательно и то, что организаторы фестиваля отказались от пластиковых пакетов на территории парка в этот день. Праздник завершился концертом и фейерверком.